Ее песни звучали на радио и телевидении советской Татарии. На концерты невозможно было достать билет. Звезда профессиональной татарской эстрады Римма Ибрагимова мастерству вокала обучалась именно здесь. Институт культуры для нее стал своеобразной стартовой площадкой. Ее неподражаемый артистизм, уникальные возможности голоса, тембр, сила, модуляция не могли остаться незамеченными. Некогда одна из самых прилежных учениц знаменитого певца и педагога Георгия Виноградова и сегодня делится своим жизненным опытом с подрастающим поколением. Все остальное можно отработать, но данные Богом, природные, Богом данные нужны обязательно. Ну, сейчас там пытаются что-то формировать, совершенно без слуха людей, там что-то из них делать, но это, мне кажется, не то. Многие сейчас ведь даже не обучаясь, не зная законов искусства, сцены, театра, они выступают, они поднимаются на сцену, не стесняются, собирают залы. В общем, все как бы больше идет на экономический расчет, а не творческий, я бы сказала. Когда-то Институт культуры воспитал целую плеяду национальной интеллигенции. Они были гордостью страны, им подражали, ими восхищались, их боготворили. Певцы, артисты, актеры, режиссеры – именно на их судьбу выпала эта сложная, но благородная миссия – привнести культуру в массы. Каждая будущая звезда первой величины зажигалась именно здесь и будет светить до тех пор, пока есть у народа память. Я тоже также учился у Марселя Хакимовича Селимжанова в театре, а здесь мы получали общеобразовательные знания. Искусству невозможно обучиться, сидя за партой и вникая в лекции. Культура требует практического осмысления своего призвания. Многие театры своих будущих актеров начинают подбирать уже с первого курса. Так делал и Марсель Селимжанов. И каждый студент Института культуры начинает выходить на большую сцену уже со студенческой скамьи. Телеканал «Татарстан. Новый век» также на базе вуза растит для себя национальные кадры. Многие из нынешних телевизионщиков, гордость канала – это тоже бывшие выпускники вуза. Сегодня сохранение национальной идентичности без научного осмысления и без выстроенной системы подготовки кадров практически нереализуемая задача. То, что сегодня демонстрируется, когда если есть технологии, если есть научное системное обоснование, то каждый регион, каждая территория сможет получить вот эту методологию сохранения своей национальной идентичности в современном культурном процессе. Разные регионы, а проблемы волнуют похожие. Волнуют проблемы кадрового обеспечения, волнуют проблемы того, чтобы образование в сфере культуры было интересно для молодежи, волнует задача создания необходимых условий для того, чтобы молодежь вернулась в те регионы, откуда она уехала учиться. 9 факультетов, 30 кафедр. В институте работают свыше 300 преподавателей, 42 профессора, более 80 заслуженных деятелей науки, культуры и искусства, 46 народных и заслуженных артистов России и Татарстана. Все они не просто педагоги-теоретики. Это люди, которые свое мастерство отточили на практике. Ежегодно здесь обучается более 3000 студентов. Кафедра телевидения и кино – одна из самых популярных среди абитуриентов. Каждый год 200 человек изъявляют желание обучаться одному из важнейших из искусств, как говорил еще вождь революции Ленин. За прошедшие 15 лет с момента своего образования кафедра действительно пережила настоящую революцию. Сегодня здесь готовят не только режиссеров и операторов. За последние годы появились новые, перспективные и, главное, востребованные направления, такие как продюсирование фильмов, современная анимация и драматургия. Нужна вот какая-то сейчас индустрия и анимации, и кино. Телевидение есть, слава богу, а вот индустрия кино и индустрия анимации, нужно ее ставить на поток, чтобы это было постоянно действующие рабочие места и производство продукта, который будет выдвигать регион на лидерные позиции. Педагоги признаются, что значительная часть выпускников после окончания вуза уходит в большое плавание. Большие корабли, вышедшие из Казанской гавани, начинают бороздить просторы российского и даже европейского кинематографов. Мало кто знает, что такие уже хорошо известные в российском кинематографе режиссеры и операторы, такие как Юрий Данилов, Айдар Шарипов, Рустам Рашитов, Руслан Валеев, Александр Шерманов и многие-многие другие обучались в этих стенах. И отток таких специалистов, как считают педагоги, будет до тех пор, пока в Татарстане не будет создана своя национальная индустрия кино и телевидения. Ведь раньше в Поволжье было 2 школы кинооператорского мастерства – Куйбышевская
студия кинохроники Самара, да, и казанская студия кинохроники. Вот они гремели. У нас даже в Авгике на 2-м этаже на операторском была специальная комната татарская, 225А, где все студенты, там постоянно кто-нибудь из нашего города учился, да. И вот на этом фоне с такой школой очень обидно, что мы потеряли нашу студию. Вы понимаете, должен быть центр притяжения. И все же, пока жива идея, жива и сама культура. Одна из самых изысканных, одна из самых одухотворенных сфер человеческой жизнедеятельности. Вот они, студенты первого курса. Именно им уже через несколько лет будет передана эта миссия – привнести в массы то, что осязают и чувствуют сами. Мне кажется, искусство станет свободным, и мы сможем выражать свои эмоции, свои чувства так, как мы это видим, и у нас не будет никаких запретов. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней.